В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В смарт-библиотеке прошел День открытых дверей с практикующими психологами города Якутска. Открытый день – отличная возможность ознакомиться с разными направлениями психологии, узнать полезную информацию. Бесплатное мероприятие организовано сообществом психологов и коучей «Этичные и смелые». По следам открытого дня у нас в гостях Мария Нафанаилова, психолог, кандидат психологических наук, профессиональный коуч. Мария Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, коротко о себе, как вы стали психологом. Я, наверное, тот самый счастливый человек, который после школы в 1994 году сделал правильный выбор, поступил на факультет психологии, и вот так вот я уже в профессии больше 20 лет. Мне повезло, что в школе, где я училась, это в Висалданском Улусе, Лигойская средняя школа, у нас был замечательный школьный психолог Данила Маргарита Иннокентьевна. Вот, собственно, благодаря ей я познакомилась с этой наукой, влюбилась в нее. Кто же такие коучи, насколько этот термин внедрился у нас в стране? В коучингом лично я сама познакомилась в 2011 году. Тогда я получила образование в Международном Эриксоновском университете. А так, это направление, это совершенно другое направление, да, в отличие от психологии. Оно появилось, конечно же, в Америке, в спорте высших достижений. Это был 70-е годы, а в России это уже в конце 90-х годов появилось. Сейчас это очень актуальное направление. Коучинг — это про то, что как можно достигать поставленных целей и вообще реализовывать свой потенциал максимально. Через психологию. Через психологию, конечно же. Я, кстати, недавно видела фильм про нашего тренера Коркина Дмитрия Петровича. Вот Коркин, мне кажется, был настоящим коучем. Я смотрела, как он работал со спортсменами, какие вопросы он задавал. Вот это был настоящий коучинг. Да. То есть как мотиватор также? Да. Почему вы решили создать подобное сообщество и какую цель ставите перед собой? Я вот, когда работала в университете, всегда меня интересовало то, как работают психологи, настоящие практикующие психологи, и делала очень много мероприятий, знакомила своих студентов с разными организациями, где работали наши выпускники, психологи. И вот когда я ушла с университета, уже в свободное плавание на себя, увидела вот эту профессию, нашу практическую психологию с другой стороны. Вот. И мы, коллеги, очень нуждаемся друг в друге, хотим больше узнавать о том, как мы работаем. И сейчас, к сожалению, есть разные случаи, скажем, такого небрежной работы с клиентами, поэтому мы решили консолидировать наши усилия, да, и пропагандировать грамотную работу и адекватную профессиональную позицию. А в каком году вы открылись? Мы открылись в марте этого года, совершенно, так стихийно, так получилось, меня поддержали, у нас образовался такой рабочий костяк, и сейчас в нашем сообществе больше 90 профессиональных психологов и коучей. Это со всей России или только с Якутска? Только с Якутии, из улусов тоже. Почему сообщество называется «Этичные и смелые»? Этичность — это наша ценность, да, это про то, что профессиональный психолог и коуч работают в рамках стандартов, да, и в рамках кодекса. У нас есть специальная этика, там есть правила, которые нельзя нарушать, и мы очень хотим, чтобы люди получали вот такую вот помощь качественную. А смелые, потому что я знаю, что наши коллеги очень тактичные, скромные, всегда мы вот на вторых ролях, да, профессия такая, там очень много конфиденциальности, вот, и так получилось, что вот клиенты хотят к психологам пойти, но их не знают. Меня спрашивают: Мария, где прячутся наши психологи? Они вчера, например, увидели наших специалистов и были удивлены, что, оказывается, столько хороших, грамотных специалистов есть в Якутии. Вот поэтому я за то, чтобы наши коллеги смело проявлялись. Я уже проходила вот этот этап, да, и я очень хочу, чтобы мы вот друг другу, когда мы вместе, как-то веселее получается и смелее,
увереннее, вот так вот. Поэтому этичные и смелые. И все-таки как вас найти? У вас какая-то социальная страничка есть? Или, Да, может, у нас почта? социальная страничка. Можете, в принципе, если вы наберете там меня Мария Нафанаилова, там выйдет. Ну и можно, наверное, там как-то номер, да, мой найти. Мгм. Мгм. Ну вот, первое мероприятие сообщества прошло 24 ноября, это День открытых дверей в библиотеке СМАРТ. Расскажите, вот, что там было, как много людей пришло? Ой, там была вообще красота. Мы, организаторы, очень довольны. По нашим подсчетам было около 400 человек пришло, да, и получается у нас было параллельно проводились мастер-классы. Получается, было 16 мастер-классов. В каждом зале сидело от 40 до 70 человек. Это представляете, какой охват? И параллельно у нас еще были экспресс-консультации. Консультация длилась там 20-25 минут. Мы собрали таких узких специалистов, психологов, которые работают с зависимостями, созависимостью, психологи, которые работают с пожилыми, например, там, с проблемой ну, вот, когнитивных, да, познавательных процессов. Были онкопсихологи, были детские психологи, спортивные психологи, клинические. В общем, это было очень красиво, и к нам люди подходили, благодарили. Мы прям очень-очень довольны. Мгм. А Вот. как вот люди собрались? У вас какой-то анонс был, да, крупный? Да, нам очень помогли блогеры, мои друзья. Потом нам помогла наша коллега Яна Байгажаева, которая вот, работала со СМИ. И ну, так получилось, что люди пришли, и даже, мне кажется, особой рекламы здесь не надо было. Потребность людей, она очень большая. Вот. Прямо очереди у нас были вчера. Ну вот после такого крупного мероприятия, наверное, вы сделали для себя какие-то выводы как организатор. Да, мы сделали выводы. Во-первых, люди хотят повтора, но повтор все равно там нужны много ресурсов. Мероприятие полностью бесплатное. Нас поддержали наши спонсоры. Можно их имена говорить или нет? Это Ломбардо Золотник, наши бизнес-партнеры, химчистка Феличита, магазин мыла и Лиастом, стоматология. Вот. И благодаря им и еще у физических лиц мы тоже собирали донаты, да, и благодаря этому вот это мероприятие прошло. То есть нам нужна какая-то, ну, нам нужен, видимо, ну, как-то серьезно к этому отнестись, тогда, может быть, мероприятие будет еще более масштабным. Вот. Улусы нам уже сегодня пишут, приезжайте, говорят, Мария со своей командой в Улусы. Ну, пока мы, наверное, отдохнем, потом посмотрим. А так планов у нас в сообществе много. Меня радует, что коллеги сами уже пишут, предлагают идеи, как еще можно мы улучшить нашу деятельность. Но поскольку это общественная работа, мы, конечно, пока в таком затишье будем смотреть, переваривать и выбирать самое лучшее. Мгм. А вот интересно, были и с мала до велика, то есть и дети могли подойти, да, к вам? И Да, устраивать? вчера дети были, совсем маленьких детей мы не звали, да, вот, ну вот некоторые родители пришли со школьниками, с подростками, и детям тоже очень понравилось. Вчера еще были у нас психологи, которые демонстрировали новые методы работы, как песочная терапия, как аппарат биологической обратной связи. Ну, было интересно. Мгм. Ну вот вы сказали, что были консультации и мастер-классы. А мастер-классы примерно какие были? Ой, мастер-классы были по самым актуальным темам. Это, во-первых, про тревогу, да, выступал врач-психиатр, психотерапевт. Там мастер-класс по деньгам, мастер-класс по нашим внутренним ролям, по развитию креативности. Очень много, вот 16 мастер-классов, везде был аншлаг, даже чай пили. Был такой мастер-класс по чаепитию и как это чаепитие отражается внутри в психическом мире человека. Мгм. Ну вот вы как профессионал, да, специалист, скажите, у нас раньше люди как-то очень сдержанно к этому относились, да, редко обращались к психологам. Как сейчас обстоят дела? Сейчас намного лучше. Я вот свое образование психологическое получила в 99 году, и когда я сюда приехала из Петербурга, я думала, что меня все будут звать там на работу. Было очень трудно устроиться по специальности, и люди стеснялись тогда ходить. По сравнению вот с 90-м и сейчас, это вот прямо небо и земля. И нам вчера очень понравилось, когда мы
ну, делали вот рефлексию, одна женщина встала и говорит: я впервые, говорит, вижу психологов, и я поняла, что их не надо бояться. Я поняла, что мы можем обращаться, ну, вот, со своими запросами и можем получить качественный ответ. Для меня это было прям, ну вот ради Очень этого. показательный Да, результат. да, да. Мгм. Сейчас психологов не боятся. Да. Какие дальнейшие планы у вашего сообщества? Немножко поделитесь. Дальнейшие планы. Пока сейчас план такой. Мы будем расширять это сообщество всех психологов, коллег, которые разделяют наши ценности вот, этичности, да, непрерывного профессионального развития. Мы приглашаем в наше сообщество. Вступайте. И второе, мы сейчас делаем базу данных по нашей республике. Хотим сделать ну, список психологов и коучей, кто как работает, очно, онлайн, по какой цене, бесплатно, с какими запросами работает и так далее. И сегодня уже мне написали одна наша коллега, тоже психолог, плюс она руководитель IT-компании, она уже готова безвозмездно сделать сайт, ну, вот, психологов. Мне кажется, это очень, ну, и нам есть чем заняться. Вот. И еще, кстати, у нас планы такие. Мы уже один план реализовали. Позавчера мы ходили в гости к нашим коллегам из МЧС. То есть наш план такой — ходить в гости друг к другу, смотреть по организациям, как наши психологи работают, как они справляются, ну, вот, с текущими задачами, да, как себе организовывают супервизию, каким, ну, как они растут. Нам все это очень интересно. Когда тебе нравится, что ты делаешь, очень хочется понять, как вообще в профессии растут другие наши коллеги. Так мы не выгораем, так нам, ну, интересней. Да, Да. действительно. И все же давайте в конце повторим, да, как вас найти, у вас какая-то площадка есть, каким образом можно с вами связаться, с вашими психологами, с вашим коучем. А номер телефона можно говорить? Ага, 964 076 2200. Это мой личный номер, можно мне писать. И в телеграм-канале можно найти нашу группу «Этичные и смелые». Вот. И еще у нас есть мероприятие. По мероприятию у нас создана информационная площадка тоже в Телеграме. Там можно подписаться, потому что мы эту площадку постепенно хотим превратить, ну, в информационную, да. Будем рассказывать, что будет проводиться, там, как-то информировать о том, что, ну, есть такое-то направление, вот, ну, повышать вместе психологическую грамотность населения. Что ж, спасибо большое, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.